Добрый день, уважаемые предприниматели, участники проекта Агросода USAID. Меня зовут Рахманов Чингис, и я являюсь консультантом по вопросам таможенного дела. Сегодня мы с вами рассмотрим особенности экспорта мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции из Кыргызской республики в Республику Узбекистан. Животноводство является важным объектом государственной политики. Прослеживается тенденция роста объемов домашнего животноводства. Однако сложно сказать, что производство мяса эффективно из-за того, что составляющее большинство мелких хозяйств не владеют технологиями и не имеют стратегии селекции и разведения. На внутреннем рынке много импортных товаров. Товары США и Китая конкурируют с местными. При экспорте продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза. Технический регламент Таможенного союза 020 о безопасности пищевой продукции. Технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Технический регламент Таможенного союза пищевая продукция и в части ее маркировки. Технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки. Производственные объекты, на которых осуществляются процессы убоя продуктивных животных, переработка, обработка продуктов убоя и производство мясной продукции, подлежат государственной регистрации. Уполномоченный орган в сфере ветеринарии – это Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Упаковка продукции. Поставляемая продукция должна быть упакована в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза за номером 005/2011 о безопасности упаковки и других технических регламентов ЕАЭС. Поставка продукции без упаковки, как правило, не допускается за исключением живых животных, охлажденных и замороженных туш, полутуш и четвертин животных, сырого молока и некоторых других видов продукции. Информация об упаковке должна быть приведена в сопроводительных документах и содержать следующую информацию: наименование упаковки, информацию о назначении упаковки, условия хранения, транспортирования, возможность утилизации упаковки, способ обработки для многооборотной упаковки, наименование и местонахождение изготовителя, производителя упаковки, информацию для связи с ним, дату изготовления, месяц, год. Маркировка продукции. Поставляемая сельскохозяйственная продукция должна быть маркирована в соответствии с техническим регламентом «Пищевая продукция» в части ее маркировки. Это технический регламент Таможенного союза. Поставка сельхозпродукции без маркировки не допускается. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена сельскохозяйственная продукция, должна содержать следующие сведения. Это наименование продукции, количество, массу продукции, дату изготовления продукции, срок годности продукции, условия хранения продукции, сведения, позволяющие идентифицировать партию продукции, например, номер партии, наименование и местонахождение изготовителя продукции или фамилию, имя, отчество и местонахождение индивидуального предпринимателя, изготовителя продукции. Маркировка продукции должны наноситься на транспортную упаковку или на этикетку, или листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый в каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах, сопровождающих продукцию. Мясная продукция. Процесс производства продуктов убоя включает подготовку продуктивных животных к убою, убой продуктивных животных, разделку, обвалку и жиловку туш, зачистку туш, полутуш и субпродуктов, сбор ветеринарных конфискатов. Продуктивные животные, поступившие на производственный объект, подвергаются предубойному ветеринарно-санитарному осмотру предубойной выдержки. Запрещается возвращать владельцам больных и подозрительных в отношении заболевания
продуктивных животных с травматическими повреждениями, а также трупы продуктивных животных, обнаруженные при приемке. Транспортные средства и контейнеры, предназначенные для перевозки продуктов убоя и мясной продукции, оборудуются средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим. В процессе перевозки туши, полутуши и четвертины транспортируются в вертикальном подвешенном состоянии, исключающем их соприкосновение. Туши, полутуши и четвертины в замороженном состоянии допускается перевозить в штабилированном виде, исключающем загрязнение поверхности туш. Маркировка мяса в тушах, полутушах, четвертинах и отрубах должна соответствовать следующим требованиям. Непосредственно на тушу, полутушу и четвертину наносится оттиск ветеринарного клейма. В товаросопроводительной документации на продукты убоя указывается следующая информация. Вид мяса продуктивного животного, от которого получен продукт убоя, наименование продукта убоя, термическое состояние туш, полутуш, четвертин и отрубов, охлажденная, замороженная, анатомическая часть туши для отрубов, наименование и местонахождение изготовителя продуктов убоя, количество продуктов убоя, дату изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя. Вышеуказанная информация указывается в маркировках и товаросопроводительных документах. Разделанное мясо должно иметь маркировку «Ветеринарное клеймо» на упаковке или полиблоке. Маркировочная этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом, чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности маркировочной этикетки. Для экспорта мяса и мясной продукции из Кыргызской Республики необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, составляется акт досмотра районного инспектора, сдаются лабораторные анализы в аккредитованной лаборатории. Затем вы получаете ветеринарное свидетельство формы номер 2. Предоставить ветеринарное разрешение на ввоз подконтрольных товаров в Республику Узбекистан. На пункте пропуска должностное лицо погранветпропуска на основании ветеринарного свидетельства оформляет ветеринарный сертификат формы номер 5. Для получения ветеринарного свидетельства приложить следующие виды документов. Это заявление, договор купли-продажи, то есть контракт, результаты лабораторных анализов в аккредитованных лабораториях, товаросопроводительные документы. После получения ветеринарного свидетельства погрузка должна быть осуществлена не позднее 3 дней. Маркировка осуществляется самостоятельно изготовителем. Экспорт продуктов животного происхождения осуществляется из предприятий, включенных в единый реестр предприятий Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. В сельских районах Кыргызской Республики много крестьян, которые держат несколько коров, производят самостоятельно масло и сыр и продают на ближайших базарах. Молочная промышленность является приоритетной отраслью хозяйства, где наблюдается рост производства в крупных промышленных центрах. Малые и средние предприятия также производят собственные продукты, такие как сыр. Однако нельзя сказать, что сырого молока производится в достаточном количестве. Задачей является решение проблемы качества. Кроме того, прослеживается тенденция роста доли импортируемых из России, Украины, Казахстана, Китая товаров на внутреннем рынке. Местные товары конкурируют с импортными товарами. Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза. Технический регламент Таможенного союза пищевой продукции. Технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Технический регламент Таможенного союза пищевая продукция в части ее маркировки. И технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Это технический регламент Таможенного союза.
Регистрации подлежат производственные объекты, на которых осуществляются процессы производства сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок или переработки, обработки при производстве молочной продукции. Регистрация продукции, если продукция относится к специализированным. Регистрации подлежит молочная продукция для детского питания. Регистрацию проводит Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и его территориальные подразделения. Молочная продукция. Перевозка сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок осуществляется в опломбировочных емкостях с плотно закрывающимися крышками, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание соответствующего температурного режима сырого молока, сырого обезжиренного молока. Время с момента доения до момента промышленной переработки не должно превышать 36 часов, включая перевозку. В случае, если сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки предназначены для изготовления продуктов детского питания для детей раннего возраста, время с момента доения до момента промышленной обработки не должно превышать 24 часов, включая время перевозки. В случае применения предварительной термической обработки сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, в том числе пастеризации, режимы термической обработки, температура, период проведения указывается в товаросопроводительных документах сырому молоку, сырому обезжиренному молоку и сырым сливкам. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, реализуемые физлицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, юридическими лицами для переработки, должны сопровождаться товаросопроводительной документацией, содержащей следующую информацию. Это наименование и местонахождение изготовителя, юридический адрес, включая страну, адрес, место производства, при несовпадении с юридическим адресом. Объем сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок или массу в килограммах. Дату и время, часы и минута отгрузки, температура при отгрузке. Для экспорта молока и молочной продукции обратиться в территориальное подразделение Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Составляется акт досмотра районного инспектора, лабораторные анализы в аккредитованных лабораториях, получение ветеринарного свидетельства формы номер 2 и обязательно нужно предоставить ветеринарное разрешение на ввоз подконтрольных товаров в Республику Узбекистан. На пункте пропуска должностное лицо погранветпропуска на основании ветеринарного свидетельства оформляет ветеринарный сертификат формы номер 5. Для получения ветеринарного свидетельства нужно приложить следующие документы. Это заявление, договор купли-продажи, то есть контракт, результаты лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях и товаросопроводительные документы. После получения ветеринарного свидетельства погрузка должна быть осуществлена не позднее 3 дней. Маркировка осуществляется самостоятельно изготовителем. Экспорт продуктов животного происхождения осуществляется из предприятий, включенных в единый реестр предприятий Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможенной границе Союза включает контроль документов, подтверждающих безопасность продукции, товаров, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, содержащихся в разделе 2 единого перечня продукции товаров, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза и их соответствие транспортным и коммерческим документам. То есть проводится осмотр, организация, отбор проб подконтрольных товаров, включенных в раздел 2 единого перечня товаров для проведения оценки
в случаях, указанных в пункте 2 настоящего положения. Участие по обращению таможенных органов в проверке транспортных, перевозочных и коммерческих документов, осмотр, организация отбора проб для оценки подконтрольных товаров, включенных в единый перечень товаров. Перемещение подконтрольных товаров, включенных в единый перечень товаров, через таможенную границу Союза допускается только в определенных государствами-членами пунктах пропусках, открытых для международных сообщений. Нормативная база, регулируемая эту деятельность, это постановление правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 года номер 329 о санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года номер 299. Положение о порядке проведения государственного надзора в редакции постановления правительства Кыргызской Республики от 10 сентября 2013 года номер 509. Законы Кыргызской Республики об основах технического регулирования о защите прав потребителей. Действие первое. Предоставление документов в таможенный орган в регионе деятельности, в котором вы находитесь, в отдел учета платежей и статистики для открытия лицевого счета. Для юридических лиц и физических лиц, то есть ОСО и ИП, нужно будет предоставить свидетельство о регистрации либо перерегистрации ОСО и ИП, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, копия паспорта, доверенность и счет-фактуру. Действие второе. Предоставление контрольной папки в таможенный орган в регионе деятельности, в котором вы совершаете свою деятельность. Отдел таможенного контроля и место таможенного оформления. Предоставляете следующий перечень документов. Это свидетельство о регистрации либо перерегистрации ОСО или ИП, устав организации, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, копию паспорта и доверенность. Действие третье. В таможенном органе в месте таможенного оформления декларант предоставляет заявление, оригиналы товаросопроводительных документов, это счета, фактуры, инвойсы, товаротранспортные накладные, СМР, договор, сертификат о происхождении товаров, декларация о соответствии и доверенность. Действие четвертое. После проверки документов таможенными органами декларант предоставляет документы таможенному представителю для подачи электронной декларации на товары, оплачивает сумму причитающихся таможенных платежей в банке ОАО «РСК Банк». При экспорте товаров без учета вывозной пошлины оплачивается таможенный сбор в размере 0,25% от таможенной стоимости товаров. После подачи электронной формы декларации декларант в бумажном виде вместе с квитанцией об оплате и суммы причитающихся таможенных платежей и товаросопроводительными документами подает сотрудникам таможенных органов для дальнейшего совершения таможенных операций. Действие пятое. Сотрудник таможенных органов после проверки документов назначает осмотр-досмотр товаров и автотранспортных средств. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. А в случаях, если таможенная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного органа, то в течение 4 часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Сотрудник досмотровой группы в присутствии представителя проводит досмотр товаров в целях проверки и получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль. Действие шестое.
После проведения таможенного осмотра, досмотра составляется акт осмотра-досмотра в 2 экземплярах. Накладывается средства таможенной идентификации, то есть запорно-пломбировочное устройство. Затем старший инспектор по оформлению завершает таможенные операции по оформлению товаров и транспортных средств, ставит личную номерную печать и штамп «Выпуск разрешен». Действие 7. По прибытию на пункт пропуска водитель либо перевозчик проходит пограничный контроль. Действие 8. Прохождение санитарно-карантинного контроля. Прохождение ветеринарного контроля. Ветеринарный контроль подконтрольных товаров в пунктах пропуска осуществляется после предоставления ветеринарного свидетельства и других товаросопроводительных документов. По результатам проведения документарного контроля должностное лицо погранветпропуска на основании ветеринарного свидетельства оформляет ветеринарный сертификат формы номер 5. Должностное лицо погранветпропуска в товаросопроводительных документах в ветеринарном сертификате ставит штамп «Выпуск разрешен» либо «Выпуск запрещен», после чего заверяет его печатью и подписью с указанием своей фамилии и инициалов. Действие 9. После прохождения всех контролирующих органов в пункте пропуска в таможенный орган предоставляются товаросопроводительные документы для регистрации транспортных средств и товаров о фактическом вывозе товаров. Проставляется печать сотрудников товаротранспортные накладные, или же СМР. Декларант либо таможенный брокер импортера информирует таможенные органы о поставке товаров в адрес декларанта путем получения универсального кода в электронной системе таможни Республики Узбекистан. В пункте пропуска, согласно предварительной информации, проводят осмотр товаров, проверку товаросопроводительных документов. После завершения всех процедур направляют автотранспортное средство с товарами на терминал. Уведомление должно быть осуществлено не позднее 30 минут после доставки товаров. А в случае его доставки вне времени работы таможенного органа назначения не позднее 30 минут после начала времени работы таможенного органа. Если товар доставлен в таможенный орган назначения вне времени его работы, он размещается в зоне таможенного контроля. В терминале таможенные органы Республики Узбекистан проводят таможенный контроль, таможенные операции и таможенные процедуры в отношении транспортных средств и товаров согласно поданным товаросопроводительным документам. Уплата таможенных платежей в Республике Узбекистан составляет 15% НДС от стоимости товаров. На основании сертификата происхождения формы СТ1 освобождается от уплаты таможенной пошлины. Порядок оформления ветеринарных документов при импорте подконтрольных товаров в Республику Узбекистан. Для оформления разрешения на импорт в Республику Узбекистан импортеру, то есть владельцу товара, необходимо не менее чем за 30 дней посредством автоматизированной информационной системы или в бумажном формате обратиться к уполномоченному органу или главному государственному ветеринарному инспектору Республики Каракалпакстан, областей или города Ташкента, куда планируется осуществить импорт подконтрольных товаров. Разрешается ввоз подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров на территорию Республики Узбекистан организациями, экспортерами и лицами, включенными в реестр организаций экспортеров и лиц зарубежные экспортеры, производящих, перерабатывающих и хранящих подконтрольные государственной ветеринарной службе товары. В заявлении указывается следующая информация: наименование, паспортные данные, ИИН для физических лиц, местонахождение, почтовый адрес, номер телефона, факс, электронный адрес и ИИН получателя. Страна-экспортер, место происхождения подконтрольного товара, штат, провинция, хозяйство и другое, название производителя, номер регистрации из реестра производителей, наименование подконтрольного товара и его код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, то есть ТНВЭД,
количество подконтрольного товара, а также единицы его измерения, цель импорта, реализация без переработки, переработка с указанием конечного продукта переработки и так далее. Виды транспорта, маршрут следования с указанием названия пунктов погранперехода для стран СНГ, пункты пропуска через государственную границу, предполагаемый срок импорта подконтрольного товара, название стран транзита, место хранения и карантинирования, наименование организации переработки подконтрольного товара, если имеется. Комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан, Управление ветеринарии и развития животноводства областей и города Ташкента в течение 2 рабочих дней ознакомливается с условиями хранения, использования, то есть свободная реализация, лабораторные и прочие исследования, переработка и другое подконтрольному импортеру товара, указанным и направленным через уполномоченный орган обращения заявителя и эпизоотической обстановки соответствующей территории. Решение главного государственного ветеринарного инспектора Республики Узбекистан или его заместителя о выдаче разрешения на импорт подконтрольных товаров или об отказе в его выдаче оформляется в электронном и бумажном формате. В течение 3 рабочих дней отправляется заявителю. По прибытии подконтрольного товара к границе сотрудник ветеринарного контрольного пункта на государственной границе на основании разрешения или его копии взамен на ветеринарный сертификат оформляет соответствующее ветеринарное свидетельство посредством автоматизированной информационной системы или в его бумажном формате. По результатам проведенного документарного контроля должностное лицо погранветпропуска принимает решение и на товаросопроводительных документах в ветеринарном сертификате страны-отправителя при въезде на территорию Республики Узбекистан ставит штамп «Ввоз разрешен» либо «Ввоз запрещен», после чего заверяет его печатью и подписью с указанием своих инициалов. Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на ввозимую продукцию. О порядке выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на пищевую продукцию, технологическое оборудование для ее изготовления и товары народного потребления в Республике Узбекистан. Заявитель обращается в санэпидемслужбу для получения санэпидемзаключения на ввозимую продукцию. Представляются копии товаросопроводительных документов с отметкой о прибытии на таможенную территорию Республики Узбекистан. То есть товаротранспортная накладная, инвойсы, счет-фактура, сертификат происхождения страны-производителя при отсутствии достоверных сведений о происхождении товара, внешнеторгового договора, то есть контракта, при ввозе идентичной продукции в рамках одного внешнеторгового договора. Далее территориальные органы государственного санитарного надзора, аккредитованными в национальной системе аккредитации Республики Узбекистан, после анализа представленных документов в установленном порядке с выездом на место осуществляет отбор образцов продукции для проведения лабораторных исследований и обследования условий хранения. Исследования продукции для определения гигиенических показателей осуществляются лабораториями территориальных органов государственного санитарного надзора, аккредитованными в национальной системе Республики Узбекистан. Срок 3 часа. Ответственный за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с типом продукции составляет план проведения экспертизы. Отобранные образцы для лабораторных исследований исследуются санитарно-гигиенической, бактериологической, радиологической, токсикологической и паразитологической лабораториях. Срок оформления и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения определяется в зависимости от сроков, предусмотренных в нормативной документации для соответствующих методов испытаний, то есть от 1 до 14 дней. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается заявителю с приложением копии протокола испытаний
Срок 1 рабочий день. Уважаемые предприниматели, участники проекта «Агросода USAID», спасибо большое за ваше внимание. Желаю вам успехов и удачи в увеличении экспортного потенциала вашего предприятия и, соответственно, Кыргызской Республики.